Добрый день, дорогие друзья! Мы по традиции начинаем с пары минут ожидания. Я тут пока подготовлю тоже материалы. Добрый день. Так. Добрый день. Так, я отключу звук, чтобы мне не мешало ничего. Мы по традиции подождем еще ровно 1 минутку и будем начинать. Пока помахаю. Добрый день. Нас уже стало чуть побольше. Я рада вас приветствовать. Сегодня мы решили немножко поменять время и решили провести эфир днем, потому что все-таки лето и нет уверенности, что вечером будет много людей. Да, хорошо, спасибо. Так, ну у нас 12:02. Знаете, так люблю прямые эфиры. Как только выходишь в прямой эфир, по WhatsApp, там, неважно, на почту, начинают приходить важные письма, важные переписки, начинают поступать звонки. Поэтому как-то я вот буду, возможно, мой палец будет сверкать в камере, потому что я буду смахивать, чтобы меня не отвлекали. Ага. Мне сейчас отправили сообщение о том, что карантинные меры продлены. Немножко грустно, потому что лето подходит к концу. Вот. Но мы немножко отвлеклись от темы. Давайте проверим звук и изображение. Все ли есть, все ли хорошо видно. И скажите, пожалуйста, вот у меня окно открыто, мешает ли шум с улицы закрыть мне окно, либо все нормально? Потому что немножко душновато, и для того, чтобы был свежий воздух, не открыто окно, но из-за того, что центр города, шумновато. Ну, я думаю, что все нормально, раз замечаний никаких нет. Хорошо, дорогие друзья, добрый день. Я приветствую вас на нашем закрытии. Ага, хорошо. Так, давайте я сейчас минуту, я тогда закрою окно. И выключу. Ага, все хорошо, я максимально постаралась. Давайте мы тогда будем начинать. Тема очень непростая, и знаете, когда мы разместили анонс о прямом эфире,
Поступали вопросы, насколько эта тема актуальна, действительно ли есть такая потребность в том, чтобы помогать в трудоустройстве людям с расстройством аутистического спектра. Спасибо большое за ваши вопросы. Действительно, вопросы важные, нужные, хотя бы потому, что действительно эта тема очень противоречивая. Мы до сих пор истинно не понимаем, в чем проблема резкого скачка аутизма среди даже детей, например, да. Если мы посмотрим статистические данные и обратимся к цифрам, давайте о чем мы сегодня будем с вами говорить. Поскольку мы занимаемся профориентацией, мы будем говорить именно о том, что влияет как люди с расстройствами могут работать, могут ли они работать, как создать для них, условия, чтобы они могли максимально себя самореализовать. Также учитывайте, что аутизм относится к психическим заболеваниям, и невозможно сказать, что человек абсолютно болен, потому что физически он может быть здоров, да, у него все может быть прекрасно, но его именно протекание когнитивных процессов, да, какого-то социального взаимодействия, к сожалению, нарушено. И мы сегодня поговорим о том, какие характерные черты рас влияют на вообще трудоустройство, как помочь этим людям, пути помощи, рекомендации для коллег. И, конечно же, начнем со статистики. К сожалению, в последние годы мы наблюдаем рост такого диагноза, как расстройство аутистического спектра. На данный момент в нашей Российской Федерации с официальным диагнозом РАС, дальше еще объясню, да, почему не все так легко, зарегистрировано 31 415 людей. То есть если примерно переложить это, можно представить, что это какая-то довольно-таки средняя деревушка. Это очень много. И нам кажется, из-за того, что мы не видим этих людей каждый день, как будто их нету. Знаете, вообще эта тема меня заинтересовала именно тогда, когда я начала работать в составе комплексной диагностики в благотворительном фонде Харысхал. И на каждые 5-7 детей был ребенок, у которого присутствовали черты РАС. И я задумалась о том, что сейчас этим детям 3-5 лет, кому-то 12 лет, в среднем через 10-15 лет эти люди выйдут на рынок труда. И получается, что если мы можем сейчас организовать им хоть какую-то деятельность, например, отдать их в детский сад, в какой-то обратиться в опорный пункт, который поможет нам как-то устраивать ребенка, да, потом он закончит школу и все. То есть, реально среда не предусматривает занятость людей с РАС после 18 лет. И знаете, в чем проблема? Во-первых, у нас не ведется вообще в целом статистика по РАС у взрослых людей. Вообще такое понятие диагноза, как ранний детский аутизм, уже устарело, то есть его уже не ставят. И проблема в том, что когда ребенку исполняется 18 лет, аутизм у взрослых по МКБ-10, нету такого диагноза. И аутизм очень сильно похож по своему симптомокомплексу, я, возможно, буду говорить непонятные слова, если что-то непонятно, вы спрашивайте в комментариях, потому что тема на стыке с медициной, и приходится для того, чтобы сохранять какую-то тактичность и научность, оперировать не совсем понятными понятиями, да, вот. Но хочется, чтобы максимальная информация была доступная, вот. Аутизм у взрослых, к сожалению, не признан, и в 18 лет ребенку, у которого расстройство аутистического спектра, ставят диагноз шизофрения. И если мы можем говорить о том, что, например, на Западе, в Соединенных Штатах Америки, в Европе существуют различные программы по адаптации, у нас, к сожалению, этого нет. То есть все
вся сила помощи направлена на детей. Но что делать с детьми, которые уже перестали быть детьми, которым 18 лет? Ведь, понимаете, аутизм — это не то заболевание, которое там с возрастом как-то куда-то оно уходит. А потребность в том, чтобы как бы сопровождать человека, она остается. И, конечно же, это более актуально для родителей, у которых есть такие дети. Здесь я привела вам статистику из статьи Организации образования обучающихся СРАС в Российской Федерации. И если мы взглянем на статистику, то, к сожалению, без слез на нее не взглянуть, потому что, смотрите, если мы посмотрим количество детей СРАС, охваченных деятельностью, то, например, служба ранней помощи — это 1,7%, дошкольное образование — 32,5%, то есть это примерно треть детей. Начальное, основное, среднее и общее образование — 63%, уже чуть лучше. Но колледжи и вузы фактически не занимают людей СРАС. И возникает логичный вопрос, куда идут эти дети, которые закончили школу? Да, к сожалению, никуда они и не идут. Они сидят дома, и поэтому мы думаем: я не вижу там взрослых людей сразу, значит, их нету. Нет, так, как бы, куда деваются эти дети, у которых был этот диагноз? И если сейчас нам еще удается как-то нивелировать за счет какого-то количества, да, то, к сожалению, я говорю, я так подумала, что лет через 10 картина будет уже другая. И хотим мы этого или нет, нам как организациям, операторам, нам как работодателям, нам как родителям, нам как игрокам рынка труда придется менять свою стратегию вообще взаимодействия с людьми. И если мы, знаете, заглянем в атлас новых профессий, то, к сожалению, иногда кажется, что люди, которые не вписываются в какой-то формат, для них работы, не будет. Особенно если это люди с инвалидностью, потому что мы много говорим о том, что нужно будет быстрым, быть гибким, быть каким-то вот таким, да, а люди с РАС, они другие. И, возможно, вы смотрели какие-то фильмы, буду вам благодарна, если вы в комментариях поделитесь фильмами, которые вы смотрели. Но, к сожалению, те фильмы, которые показывают, например, голливудские, либо еще что-то, иногда, правда, в них истории в них приукрашены. Я помню героя Бена Аффлека, который был очень талантливым бухгалтером, который вычислял любые ошибки в бухгалтерии, но при этом он был очень одинокий человек и чувствовал себя несчастно, хотя вроде бы в окружении у работодателя, у коллег он вызывал вот прямо такой восторг. И знаете, в чем проблема? РАС — это широкая группа первазивных нарушений психического развития. Недаром вот в профессиональном сообществе есть такая фраза: если вы знаете человека с РАС, то вы знаете только одного человека с РАС. То есть настолько невозможно охарактеризовать что-то в одном виде, и иногда, знаете, молодые мамочки приходят на консультацию и пугаются от того, что, например, увидят, например, какой-то контакт, признак у ребенка и говорят: вот он мне смотрит в глаза, неужели он у меня аутист? Вот у него там отсутствует чувство опасности, неужели он у меня аутист? Вот в виде такой инфографики я нашла на просторах интернета небольшое инфографическое изображение, чем же люди с РАС отличаются от нас. Но знаете, это тоже настолько общее, что невозможно сказать, что это есть у всех, но с другой стороны невозможно сказать, что если мы изучаем тему профориентации, то мы все равно должны выделить какие-то общие признаки. И в общих признаках у людей с расстройством аутистического спектра, конечно же, принято выделять устойчивое нарушение контакта, социального взаимодействия и склонность к обеднению, стереотипизации взаимодействия с людьми и со средой в целом. То есть, наверное, вы видели, что поскольку раз все-таки это широкая группа, как мы говорим, да, то вот они как схожи между собой, так и различаются. И схожи они именно по принципу
нарушения контакта вообще с миром. Я не знаю, насколько это политкорректно разделять на аутизм высоко и низкофункциональный, но данное понятие поможет нам с вами оперировать в понимании вообще, чем же все-таки эти два функционала друг от друга отличаются они очень сильно. Если вы смотрели, да, вот эти вот фильмы, то, к сожалению, это фильмы про высокофункциональных аутистов. Низкофункциональный аутизм, он такой немножко другой. И дальше мы об этом будем говорить. Я предлагаю вам обсудить в целом, да, какие же есть устойчивые проявления нарушений развития, затрудняющих трудовую деятельность людей с аутистическими расстройствами. Ну, конечно же, мы поделили их на сферы взаимодействия. И первая — это сфера социального взаимодействия. Они невыносливы в контакте и неустойчивость контакта. То есть, например, когда вы можете поддержать разговор долгое время, то, к сожалению, люди сразу лишены этого, и им сложно удержать нить разговора в течение длительного времени. Также есть такое понятие, как неучет обратной связи от партнера по социальному взаимодействию, недостаток диалогичности и недостаток рецепрокности в контакте. То есть, если по-простому говоря, то вот, ну, вы понимаете, что есть диалог, кто-то должен говорить, кто-то должен молчать. И когда ваш собеседник говорит, вы стараетесь его выслушать, а потом там, задавать ему вопросы, либо еще что-то. И иногда может показаться, что человек сразу, он немножко бестактный. Но он делает это не потому, что он специально хочет вас перебить, а потому что, к сожалению, у него как бы нет вот этой вот произвольности поведения. Вот. Следующее, как бы, устойчивое проявление нарушения в сфере социального взаимодействия — это монологичность, склонность выстраивать социальное взаимодействие прежде всего на основе своих стереотипных и аффективно заряженных тем. Вы будете интересны человеку сразу только если вы разделяете его интересы. И это видно, например, по детям. То есть если вы, ну вот у ребенка есть какой-то интерес, и он вас подпустит к себе только если поймет, что вы этот интерес вместе с ним разделяете. К сожалению, если вы предлагаете ему что-то свое, то в большинстве случаев вы получите отказ, и со взрослыми людьми точно так же. Людям сразу присуща социальная наивность, неуместная открытость и неспособность выстраивать взаимодействие на адекватно-социальной дистанции. То есть мы можем сказать, что люди сразу немножко не понимают те неписанные законы, которые есть. Например, когда вы приходите на работу, вы понимаете, что вы прежде всего идете на работу. И, к счастью, вы можете разделить, да, вот эта работа, здесь мы работаем. У вас там могут быть друзья, могут быть ваши коллеги-сослуживцы, которые являются вашими друзьями. А люди сразу немножко лишены вот этой вот разноплановости мышления, и поэтому кажется, что они немножко такие какие-то странноватые. И вот знаете, что я заметила? У нас, вот, да, у людей, которым вот не свойственно все вот это, к сожалению, мы до сих пор проявляем нетерпимость вот к людям, которые отличны от нас. Это касается и людей с расой, вообще с любыми другими различными отличными от нас признаками, там, по строению тела, там, по цвету кожи, да, к сожалению, так работает наш мозг. И знаете, я вот веду группу у ребят, где есть девочка с расой, ей довольно-таки тяжело взаимодействовать, и я вижу, как ее сверстники на нее агрессируют, и мне немножко болит сердце, потому что я понимаю, что она придет на работу, а работа — это, знаете, ну такое как бы чаще борьба за место под солнцем, чем какая-то такая дружественная, да, атмосфера. Ну, возможно, есть такие работы, если знаете, отправьте в личку. Но, к сожалению, как бы, если это наблюдается и со школьной скамьи, да, где вроде бы нечего делить по идее, да, то что будет на работе, как бы несложно представить. Конечно же, это трудности своевременного и гибкого применения культурных стереотипов взаимодействия. Например, очень сложно людям
своевременно обращаться за помощью, извиняться, благодарить. И знаете, это тоже немножко отталкивает, потому что, ну, если тебе трудно обратить, да, в чем проблема? И вот это вот все в нас рождает такое, как бы, странное чувство негодования, и мы теряем вот ту терпимость, которую хотелось бы проявлять, да. Но мы должны с вами помнить, что люди с раз, они делают это непроизвольно, то есть вот у них такая особенность психики. И нам может это с вами не нравиться, мы можем это с вами не любить, но факт остается фактом. Про трудности неписанных законов мы говорили, но, например, смотрите, неписанные законы — это такое понятие, как субординация, правила приличия, соблюдение аккуратного внешнего вида, соблюдение правил гигиены. То есть, понимаете, эти люди, они немножко не обращают внимания на то, как они выглядят, и даже могут не замечать, например, какой запах исходит от тела. И иногда это может причинять неудобства коллегам, и об этом не принято. Ну, как бы, понимаете, да, тут вроде бы как-то странно даже в обычной этой ситуации сказать, а тут еще все осложняется тем, что человек действительно не отдает себе отчет в том, что плохо пахнущее тело — это проблема. А для кого-то это может быть проблемой, и мы должны вот это вот все учитывать, выстраивая процесс работы в коллективе. Поэтому об этом важно говорить, насколько странно бы эти вещи не звучали. Людям с раз также свойственна категоричность и одноплановость, и негибкость, и черно-белость оценок. Опять же, здесь важно упомянуть, что если не велась адекватная психолого-педагогическая работа, поскольку многие родители почему-то стесняются своих детей, думают, что они вот своим поведением причиняют там неудобства окружающим. Ни в коем случае не хочу вас как бы вот подтвердить вашу позицию, наоборот, призываю вас максимально с комфортом социализировать ребенка и оказывать ему необходимую психолого-педагогическую поддержку, даже если иногда эта система будет давать сбой. Потому что, знаете, еще есть вот какая проблема. Хорошо, мы не будем устраивать человека с раз на работу. У него есть там мама, папа, и как бы вот он у них есть. Но понимаете, законы биологии таковы, что мы все равно будем всегда старше наших детей, и может случиться так, что мы умрем раньше, чем наш ребенок максимально сможет социализироваться и жить самостоятельно. И вот это та самая главная проблема, от которой мы отходим, говоря о важности профориентации людей с инвалидностью. Чаще они 80-100% зависят от своих опекунов. И потеря опекуна, к сожалению, может повлечь не совсем положительные изменения в жизни у человека с инвалидностью. Поэтому необходимость вообще профориентирования и поиска какой-то минимальной трудовой занятости поможет ребенку не совсем с простым диагнозом жить дальше после того, как он останется, например, один. Вот. Очень аккуратно стараюсь подбирать слова, потому что, знаете, страшно быть нетактичной, но с другой стороны хочется по-простому донести тот смысл, который очень хочется, чтобы родители как-то себе взяли, приняли. То есть не стесняйтесь своих детей, даже если они плачут, если по особенностям здоровья они какие-то другие, отличные вроде бы от послушных детей, да. И знаете, вот эта социальная терпимость — это не проблема вашего ребенка в том, что он так себя ведет, это проблема нас, взрослых людей, которые не могут совладать с собой и как-то себя саморегулировать, да. У нас сейчас такой вопрос, да. Сложности в сфере коммуникации, но это трудности развернутого речевого высказывания, то есть быстрая, складная, интересная, такая быстрая речь, это, к сожалению, не про раз. И эти дети, они могут даже не понимать, возможно, в том темпе, в котором я сейчас говорю, многие вещи были бы непонятны, и это нормально. Например, когда я веду занятия, я все время, во-первых, снижаю темп, снижаю тон, и все время стараюсь переспрашивать, понятно ли, хорошо ли, как-то
стараюсь держать контакт для того, чтобы слишком тоже вот не, хочу сказать, не драконить, но дальше скажу почему, да. Трудности последовательного изложения событий своей жизни и построения высказываний о себе. Часто это нарушение грамматического строя речи, смазанность речи, своеобразность состава и строя речи. Например, мой ребенок, который посещает вот занятия у меня, он не говорит мне «Добрый день, Елизавета Александровна». Он медленно так говорит «Здравствуйте, Зарубина Елизавета». И другие дети как-то такие: почему она называет вас Зарубина Елизавета? Почему она не называет вас Елизавета Александровна? И как бы, знаете, даже вот эти простые вещи приходится объяснять. То есть, почему она так медленно говорит? Почему она вот это вот? И если возникают эти вопросы у детей, то и у людей, которые работают на работе, они должны знать об особенностях людей с раз. Если мы будем знать какие-то особенности, то, возможно, как бы наша толерантность будет более такая шире, чем обычно. Вот. Трудности использования, а нередко и понимания слов психологических категорий, например, обозначение настроения, эмоций, характер человека, человек нравственные категории, то есть, например, мне грустно, я радуюсь, в этой ситуации я чувствовала себя, то есть, вот понимаете, вот это вот, когда мы контактируем с миром, мы примерно получаем обратную связь и можем идентифицировать свои чувства, свои эмоции и вообще свое состояние. Люди с раз могут быть этого лишены, как бы мы их психологически не корректировали, им сложно. Возможно, они не смогут отличить злость там от обиды, там что-то от чего-то, и у них может возникнуть вот этот вот, как сказать, та нежелательная модель поведения, которую мы так стараемся избежать и различно ее корректируем. Для многих восприятие визуально, зрительно представляется легче, чем информация на слух. Поэтому, наверное, вы замечали, что АВА-терапевты — это специалисты, которые работают с детьми раз, они используют визуальные карточки PECS. И знаете, когда человек становится старше, потребность в карточках у него никуда не уходит, и поэтому работодателям даже рекомендуется делать визуальное расписание для того, чтобы человек смог лучше адаптироваться. Дальше я вам потом покажу, что же можно, как выглядит пример визуального расписания именно на работе. Особенности познавательной сферы. К сожалению, людям с раз трудно оценивать объективно доступную информацию. И смотрите, если мы говорим, что раз это какой-то, они склонны к какому-то эмоционально заряженному увлечению, например, там, коллекционированию марок или интересу, например, к изучению географии, да. Вот он изучает географию, знает все столицы мира, все континенты, все реки, все там горы. Но когда наступает момент как-то немножко видоизменить свои знания, немножко трансформироваться и применить их в реальной потребной ситуации, может возникнуть проблема. У человека возникает ступор, и он все знает, но ничего не может с этим сделать. И это особенность познавательной сферы. Можно ее обозначить как трудность переноса имеющихся навыков и знаний в другие условия. Например, если дома ребенок может там хорошо ходить в туалет, там, кушать, спать вовремя, то если мы без предупреждения перевезем его в другое место, то с большей долей вероятности он будет плохо кушать, не сможет посетить туалет и не сможет уснуть. И это потому, что у него вот так устроена психика. Все. Это просто то, что нужно знать. Трудности понимания абстрактных и метафорических категорий, трудности понимания переносного смысла, фигур речи, смешного, парадоксального, обмана и лжи, и, например, стёба, какого-то странного чувства юмора. То есть эти люди, они простые, и они могут не понимать этих вещей, которые там понимаем мы с вами, да. И
к сожалению, на работе взрослые люди могут вот друг над другом там подтрунивать, обманывать, выстраивать сплетни, интриги. А эти люди, они простые. И они не могут вот понять, почему так происходит. И, к сожалению, люди сразу могут стать жертвами буллинга. Мы с вами привыкли думать, что буллинг — это больше что-то школьное, травля, но нет, абсолютно неправильно так думать, потому что все-таки люди, которые не похожи на нас, к сожалению, как бы вот могут стать заложниками нашей с вами вот такой вот не совсем как бы осведомленности. Также особенности произвольного поведения. Как правило, у людей с рас это невысокие возможности длительного произвольного сосредоточения на одной деятельности. Опять же, если эта деятельность не связана с каким-то интересом или стереотипной аффективно заряженной темой. Например, вот была у меня на консультации одна девочка, и я предлагала ей играть игрушками. И она не хотела играть этими игрушками. И получается, мне нужно было как-то с ней наладить контакт. И потом я увидела, что она потянулась к книжке, и минут 20 она рассматривала книжку. И она подпустила меня к себе только когда я вместе с ней начала рассматривать вот эту книжку. То есть, да, понимаете, что люди, которые имеют расстройство аутистического спектра, не могут сознательно долго удерживать внимание на чем-то. То есть вот 30-минутный эфир они бы точно не посмотрели. Возможно, вы его смотрите, потому что вы делаете усилия, сила воли, либо там вам интересно, либо еще что-то. Но как бы человек сразу будет смотреть эфир, только если эта тема представляет для него интерес или для него это является стереотипно-аффективно заряженной темой. Также это трудности произвольного распределения внимания на несколько целей. То есть смотрите, если мы с вами говорим, что в норме человек может держать фокус внимания на 8 вещах, там ужин, работа, дом, там какие-то различные вещи, да, даже в работе мы можем быть и в режиме многозадачности, то людям с рас это недоступно. Трудности адаптации к неожиданным изменениям, сбоем запланированного хода событий, к резким переключениям с одной деятельности на другую, думаю, это понятно. Часто медленный темп реагирования как в взаимодействии, так и в разных видах произвольной деятельности. Трудности быстрой и активной ориентировки и адаптации. И у нас с вами осталась последняя эмоционально-волевая сфера, которую нужно тоже обсудить для того, чтобы составить более полную картину. Возможны страхи, проявления сенсорной гиперчувствительности, брезгливости. В тяжелых случаях эти особенности могут выливаться в meltdown. Это английское слово meltdown. Эмоциональные срывы с трудностями восприятия информации извне и неконтролируемым возбуждением. То есть, почему мы с вами должны учитывать особенности людей с рас? Потому что если то напряжение, которое в них возросло, вовремя не генерализировалось, они его сбрасывают посредством эмоциональных срывов. И поскольку они не могут, отсутствует этот компонент контроля, они могут нанести вред как окружающим, так и себе. И вред может быть, к сожалению, непоправимый. Трудности самоанализа, вербализации своих чувств и душевного состояния. Опять же, без специальной психологической помощи человек сразу не сможет идентифицировать свое состояние, свое настроение. Поэтому на регулярной основе нужно будет посещать психолога, можно так сказать. Добрый день, добрый вечер. Возможно, депрессивные проявления — это у людей с у функциональной части спектра. Дальше обсудим, чем они отличаются. И трудности принятия внутренней позиции взрослого. То есть люди с рас, возможно, не чувствуют себя взрослыми по достижению какого-то паспортного возраста. Им сложно принимать решения с позиции взрослого, трудно нести ответственность, разделять эту ответственность с кем-то, и чаще они выглядят как взрослые дети, и коллег, сослуживцев, родителей это может немножко раздражать. Почему я должен за него работать, да, он же такой же, как и я. Нет, дорогие друзья, эти люди, к сожалению, не такие же, как и мы, и, возможно, иногда я думаю, что у меня тоже есть эти черты, потому что я гиперчувствительна, боюсь шума, ригидна в перемене своих планов, да, поэтому мне кажется, я понимаю
о чем идет речь, когда вот, ну, вообще, когда изучала эту тему. Вот. Устойчивые особенности, которые могут сыграть положительную роль в трудовой деятельности. То есть, смотрите, всегда, когда есть какие-то минусы, обязательно будут плюсы. То есть невозможно так, что вот только все плохо и все. Если мы хотим, чтобы человек там с особенностями развития, неважно, там раса, какая-то, любой другой диагноз, который влечет за собой инвалидность, всегда есть положительные устойчивые особенности, которые смогут сыграть положительную роль в трудовой деятельности. Ну, например, это устойчивое и длительное внимание к мелким деталям, которые могут оказаться несущественными для других людей. То есть вот эта вот монотонность, дотошность, мы с вами там что-то поделали, бросили и ушли, да, и, например, можем не заметить, как, например, забыли, например, там гайку где-нибудь в важной части самолета, потом он полетел, там деталь не туда попала, и самолет упал, и люди умерли. Тьфу-тьфу, конечно, да. Но это такой очень показательный пример, когда внимание к деталям спасает жизни многим людям, и это важно. В работе это важно. Вот. Устойчивость к монотонности, образию выполняемой работы, особенно если она связана с областью интересов. То есть если вы хотите получить человека, который как бы не будет постоянно говорить: ой, знаете, что-то мне скучно, придумайте мне какую-то другую работу, а вам нужен там специалист, ну, например, программист, который будет вычитывать эти коды, как бы, и не жаловаться, что ему скучно, да, то как бы вы обратились по адресу. Отдельные парциальные способности в области интересов, например, накопление большого количества информации в области своих интересов. У меня была уникальная возможность пообщаться с человеком, которому 40 лет, у него стоит диагноз шизофрения, но в детстве у него был РАС. Но поскольку был Советский Союз, РАС не было, но сейчас ему врачи говорят, что, возможно, у него как бы даже не шизофрения, а РАС. И настолько подкованного человека в области географии я не встречала в жизни никогда. Даже моя учительница по географии не знала той информации, которую знает он. То есть это абсолютно грамотно подкованный человек в политике, в географии, в геополитических каких-то вещах. И знаете, это вот очень интересно, вот прям просто поражаешься, как у человека в голове может умещаться столько информации, потому что иногда вот я прочитаю книжку, и если не применю знания из нее, то я забуду. А как бы тут у человека такая феноменальная, интересная память. Честность, открытость, искренность. То есть люди с РАС, они не интриганы, не сплетники, не манипуляторы. Они такие простые, добрые люди, и иногда нам этого не хватает в работе. Но опять же, они такие не потому, что они высокодуховные, а потому что это их особенность их психики. Вот. Высока степень эмоциональной включенности в общую деятельность, высока мотивация быть членом группы и членом команды. Поскольку, вот знаете, вот я вам честно скажу, веду занятия у детей, уже примерно год-два, и вот подключился к нам в группу ребенок с РАС, и эта девочка, она прямо всегда первая заходит на занятия, она выполняет все мои просьбы, она за любой движ, она всегда вот там, что бы я ни попросила, она все делает, и она всегда приходит на занятия, что-то вот там, все домашки выполняет, то есть у нее настолько высока потребность быть в группе, быть членом какой-то общей деятельности, и меня как педагога эта активность очень радует. И представляете, как классно работодателю, у которого такой активный сотрудник. Да, немножко есть какие-то сложности, но ее ее участие, знаете, иногда подтягивает остальных детей, которые там хотят идти погулять. Я там говорю, знаете, я имя называть не буду, но условно, да. Ребята, Маша зашла на занятия, там, Елизавета Александровна на занятиях, давайте подключаемся, да, и вот благодаря Маше там дети такие, Маша есть, значит, как бы и нам надо подключиться, то есть это очень хорошее такое качество. Вот, что дальше хотелось бы сказать. Поскольку мы в начале своего эфира я говорила о том, что мы будем разделять людей на высокофункциональный и низкофункциональный аутизм, я еще раз повторю, что, возможно, эти понятия не политкорректны.
Возможно, они там немножко даже антинаучные, но они помогут нам с вами сделать именно ту градацию, понять, чем эти люди, как бы, имея одинаковый диагноз, отличаются друг от друга, и как к ним найти подход с точки зрения вот трудоустройства, да. Как необходимо адаптировать среду для людей с низкофункциональным аутизмом. Например, это щадящий график работы, частые перерывы. Забудьте 8 часов в день и 5 дней в неделю. Это максимум 2-3 дня по там 30-40 минут работы и там 15-20 минут перерыва. И максимум это там 5-6 часов работы. Конечно, вы мне зададите логичный вопрос, как это так? Мы говорим о том, что там надо работать 24/7, а тут кто-то будет работать 5 часов. Да, опять же, мы с вами возвращаемся к особенностям психики, и если вы перегрузите человека сразу работой, он вам выдаст вот тот вот meltdown, который, к сожалению, социально нежелателен ни для кого и влечет какие-то вот опасные за собой последствия. Вот. Это предсказуемый, спланированный и рутинный уклад рабочего дня, то есть никаких перформансов, никаких там мозговых штурмов, где громкие крики, громкий свет, ничего подобного. Сенсорно спокойная и эмоционально доброжелательная, спокойная среда, то есть, ну, такие, знаете, вплоть даже до цвета стен. Никаких вот этих вот open-офисов, где открытые пространства. Вот я, кстати, вообще не люблю вот это открытые офисы и кричащие стены. У меня тоже немножко повышена вот эта вот сенсорная чувствительность, и я даже вот не люблю какую-то грубую одежду. Вот. Также, если мы с вами говорим о том, что у ребенка с РАС должен быть тьютор как бы в школе, то и на работе тоже должен быть тьютор. Как бы странно это ни звучало, но человеку с РАС всегда нужен будет тот, на кого он сможет опереться, потому что собственная психика не позволяет ему ресурсироваться. О чем говорить, если мы с вами вроде бы, ну, как бы нормотипичные люди, даже нам сложно иногда, вот мы эмоционально срываемся. А что говорить о людях, у которых такая психика от природы, и им сложно. Поэтому, как бы, работодатели, обратите внимание на такое, как бы, открывайте вакансию тьютора обязательно. Обучение одной конкретной операции технологического цикла, то есть это опять мы говорим не о, как бы, резкой смене деятельности, никакой резкой смены деятельности. Визуальная помощь, конечно же, это, ну, карточки ПЭКС, но это более зрительно представленная последовательность выполнения действий, правил. Вот, возможно, я люблю инфографику, потому что мне нужно, чтобы было видно. Наверное, поэтому я очень люблю инфографику. Другие сотрудники должны знать, в кавычках, слабые места сослуживцев с РАС, как ему помочь и к кому можно обратиться при возможных трудностях и конфликтах. То есть мы с вами должны понимать, что у человека проблема, и иногда мы должны быть чуть терпимее, и как бы, ну, а вот не требовать там справедливости везде, всегда и для всех. Я хочу вам продемонстрировать пример визуальной поддержки. Это зрительные представленные правила в квартире тренировочного проживания, город Псков. Можете погуглить. Очень интересная квартира, где люди с РАС учатся более самостоятельному образу жизни. И висит вот такая вот доска, где, да, на зеленом фоне видно, что мы можем делать. К сожалению, увеличить здесь не представляется возможным, но я думаю, что мы сделаем на эту тему пост. Так что смотрите за нашими постами. Также необходимо оказать помощь при подготовке к трудоустройству, то есть объяснить вообще, зачем люди работают, потому что как бы можно сказать о том, что работа — это здорово, это круто, все взрослые люди должны работать, то есть это почетно и правильно, то есть, ну, взрослый человек, он должен работать, это часть взрослой жизни, потому что именно работа дает нам деньги для того, чтобы мы оплачивали какие-то свои потребности, и это нужно проговорить. Знаете, я поняла то, что мы даже в обычной этой жизни с детьми это не проговариваем, зачем работать, да, а тут кажется, как это так, вот такая очевидная рекомендация, да, объяснить цель пребывания на работе, то есть все-таки мы приходим на работу работать, мы не приходим туда дружить, мы не приходим туда, там, ну, как бы вот, в общем, зачем мы приходим на работу? Мы приходим на работу выполнять свои обязанности, и важно рассказать о трудовой дисциплине.
К сожалению, когда ты становишься как бы участником такой инклюзивной среды, хочется проявить какое-то сочувствие и, знаете, вот как бы более попустительски общаться с людьми, которые имеют какие-то особенности развития. Но этого делать не надо, потому что мы должны выдерживать ту границу для того, чтобы человек понимал, вот есть занятия, мы приходим на занятия учиться, мы можем чуть-чуть обсудить какую-то общую тему, но я как руководитель, я держу канву как бы вот дорожки строго все-таки. Субординация и отношения начальник-подчиненный, то есть как бы все-таки, поскольку я старше, вы можете называть меня там без отчества. Возможно, вы, ну как бы человек испытывает проблемы с использованием местоимений ты, вы, но вот это вот, знаете, ну вы сразу понимаете, когда вот это вот есть такое понятие, как понебратское отношение, вот этого тоже стоит избегать и вот прямо четко об этом говорить, что я как бы начальник, ты подчиненный, и мы должны с тобой разграничить зоны ответственности. Как бы важно подчеркнуть, что в рабочем коллективе отношения желательно сохранять рабочие. Да, с коллегами можно дружить, но как бы важно все-таки более поддерживать именно какие-то, как сказать, рабочие отношения для того, чтобы не было обиды потом, если возникнут какие-то вопросы. Важно также обсудить о том, что человек за свою работу получает зарплату. Он получает вознаграждение за то, что он приходит вовремя, выполняет там задачи, поставленные по работе, и сохраняет трудовую дисциплину. То есть важно сформировать какой-то нейронный путь, что я пришел, потрудился, у меня была работа, я вел себя хорошо, я получил денежку, в этой денежке я потом смог позволить себе что-то, что мне приятно. То есть, да, возможно, не всегда мне хочется ходить на работу, но я получу денежку, которая вот как бы позволит мне там углубить область своих интересов, например, там купить дополнительную книжку, либо там какой-то доступ, либо еще что-то, вот как бы связывать вот эти вот два понимания. Также объяснить правовые понятия в доступной форме, что такое трудовой договор, какие имеют права работник и работодатель. И понимаете, вот я когда была молодым сотрудником, я помню, вот я пришла, мне никто ничего не говорил, и было очень сложно. И если сложно обычному студенту, который вот-вот закончил там колледж, вуз и пришел на работу с такими глазами, ничего не понимая, да, то что мы можем говорить о людях, которые имеют какие-то более особые образовательные потребности? Ну, ОВЗ мы не говорим, мы сейчас говорим ООП, да, для, опять же, более политкорректности, вот. Также, почему нужен тьютор? При возникновении каких-то конфликтных ситуаций должен быть человек, как бы более нейтральная фигура, к которому мы можем обратиться за помощью. То есть важно вот это разделение ролей. Начальник — это начальник, человек с раз — это человек с раз, сотрудники там — это там его сослуживцы, но у него должен быть тот человек, та опора, к которому он может подойти как бы вот за вот этим вот ресурсом, которого ему, может быть, и не хватает. Возможность обсуждать каждое возникшее предложение по работе с близким либо со специалистом. К сожалению, люди как бы сразу они хватаются за любое первое попавшееся предложение там, в силу там, ну, какой-то своей простоты душевной, да, и может быть им эта работа и не подходит. И поэтому вот наличие тьютера, посредника, там, человека, который сможет там выступить медиатором конфликтов, если вы планируете устраивать на работу людей с инвалидностью, уважаемые работодатели, у вас обязательно должен быть такой человек. Пускай это у вас будет штатный психолог, в должностную инструкцию которого вы пропишете вот эти вот тьюторские там обязательства, обучите его дополнительно, но главное, чтобы этот человек был. Вот, ну, ясно, понятно, что важно помочь как бы сотруднику, ребенку, претенденту составить резюме, проиграть вот этот вот процесс собеседования, потому что вы помните о том, что все новое, все необычное повышает у человека вот эту вот заинтересованность в стереотипных действиях. И, к сожалению, мы можем получить тот эмоциональный срыв, потому что вот как работают с детьми, да, которые вот их, ну вот, например, для того, чтобы проложить дорожку там из магазина, из дома в магазин,
нам может понадобиться там 5 попыток для того, чтобы ребенок без крика дошел до магазина. Но учитывайте, что у детей немножко незрелая система, но у взрослых вот эта вот черта ригидности, как бы, да, она сохраняется, и поэтому важно с человеком проигрывать, что как бы, ну, там, собеседование — это часть жизни взрослого человека, ничего в ней страшного нету, давай мы с тобой как бы это проиграем. Также важно заземление неадекватных, чрезмерных, завышенных ожиданий и амбиций, повышение эмоциональной устойчивости при неудачах. И, конечно же, например, вот ребята с РАС, ну вот помню, тоже был один мальчик, у него очень сильно была нарушена речь, нарушена настолько, что было иногда сложно разобрать, что он говорит. И выбирая профессию, он говорил: я хочу стать телеведущим погоды. И вы знаете, с одной стороны, у меня, как у специалиста, тоже немножко возникла такая сложная ситуация, потому что, с одной стороны, я понимаю, что, возможно, он может быть как бы телеведущим, да, но это будет настолько интересная программа, точно не какой-то федеральный канал, да, и как-то нужно человека к этому подготовить. То есть, с одной стороны, заземлить его неадекватные ожидания, да, но с другой стороны, не вот как бы не совсем его схлопнуть, для того, чтобы помочь ему показать, как он может свою потребность в виде там занятости ведущим применить в какой-то другой сфере. Ну, например, не знаю, там открыть свой YouTube-канал и сделать его уникальным вот на то, что он там ведет погоду и вот имеет такое вот расстройство, да, вот. Так. Также, говоря о пути помощи людям во время профориентации с РАС, важно обсуждать с наставником. Это и либо у человека с РАС должен быть наставник, либо родители, которые ему помогают вообще, как бы, вот знаете, рефлексировать по поводу того места, где он работает, какие там приняты отношения, какая принята социальная дистанция. А что вообще, вот, знаете, вот помните, в начале эфира я говорила, что люди с РАС немножко не понимают вот этих вот неписанных правил. И если они их не понимают, то тут все просто, их нужно обсудить. И для того, чтобы человек как-то лучше это понял, да, важно, возможно, даже подкрепить это каким-то визуальным расписанием. Опять же, это к вопросу о карточках. Что касается рекомендаций для работодателей и коллег, еще, знаете, у меня сейчас возникла такая мысль, у меня есть информация, полезные ссылки, которые я в презентацию не включила, потому что, к сожалению, эти ссылки, они были бы не кликабельные. У нас в Российской Федерации есть специализированные центры и ремесленные мастерские для людей с инвалидностью, в том числе, которые трудоустраивают людей с расстройством аутистического спектра. И я думаю, что наши работодатели смогут перенять вот этот вот интересный опыт, и мы обязательно сделаем пост с этими мастерскими для того, чтобы люди смогли ознакомиться. Что касаемо рекомендаций для работодателей и коллег, если к вам на работу поступил сотрудник с расстройством аутистического спектра. Дорогие друзья, я хочу, конечно же, всегда призывать к сохранению более взрослой и толерантной позиции. Мы думаем, что если человек, например, глухой, и у него, например, есть вот это вот, господи, забыла, как она называется, то мы думаем, что он все хорошо слышит. Но замеры слуха у человека с кохлеарным имплантом, я вспомнила, показывают то, что уровень слуха этого человека достигает от среднестатистического 30-40%. То есть мало того, что у него на ухе вот эта вот вещь, да, так еще он слышит не вот то, как вы меня слышите, а примерно вот так. Вот так меня слышит, что я говорю и так далее. То есть, понимаете, слышит очень плохо. И мы как бы думаем, да, как бы, ну там я не привык кричать. Да нет, это вы не кричите, вы чуть-чуть просто выше интонируете свою речь. Вот. Поэтому, дорогие коллеги, работодатели, пожалуйста, не полагайтесь на невербалику, на переносный смысл и не высказывайте вслух эмоции при общении с аутичными людьми, особенно в ответственных случаях. Говорите четко, по делу, понятно и просто, что случилось, что нужно сделать, что этому человеку необходимо сделать,
И что должно получиться в итоге? Все просто. Простая, малоинтонированная, возможно, монотонная речь, и всегда переспрашивайте, понял ли, все ли понятно, как бы вот сохраняя вот этот вот контакт. Используйте явные правила вместо неписанных. Ну, вот об этом я весь эфир говорю. Используйте письменные или визуальные инструкции вместо длинных устных указаний, инфографика, карточки PEX, любое визуальное взаимодействие, которое поможет человеку понять, что от него хотят. Помните, что у аутичных людей могут быть проблемы с контролем громкости своего голоса и расстояния до других людей. И явно говорите им об этом в критичных случаях. Знаете, особенно мы на севере, мы вообще не любим, когда нас кто-то трогает, громко говорит. А тут еще появляется человек, который вот там слишком громко смеется, и мы такие, что? Как бы, да, он какой-то странный, и это видно на нашем лице. Как бы это учитывайте, если вам некомфортно, не молчите, не терпите, но сообщайте об этом в более какой-то такой, знаете, более корректной форме. Вот для этого нужен тьютер, который как бы как медиатор объяснит человеку сразу, что не так, то есть как немножко вот, ну, по возможности там улучшить вот этот вот контакт, да. Будьте терпимы к атипичной, странной, невербальной коммуникации, вроде необычного взгляда, повторяющихся движений тела или необычного тона голоса. Ну, например, вот был у меня ребенок, который все время вот так вот делал. Знаете, меня дико раздражало, но потом я поняла, что вот теребя вот угол тетрадки, он сбрасывает вот так вот свое нервное напряжение. И это было для меня сигналом. То есть если он начинает вот это вот делать, то значит уже как бы что-то нужно во взаимодействии менять. Вот, будьте очень осторожны в истолковании эмоций аутичных людей по невербальным признакам. Они могут быть необычными. То есть вот эти вот интересные книжки, где там по телодвижениям вы прочитываете человека, оставьте их. Знаете, к сожалению, потребность в трудоустройстве возникает потому, что, во-первых, человек с инвалидностью в зависимости от своих опекунов, родителей, и как только их не станет, к сожалению, он останется один, и у него возникнут вопросы вообще простого бытового существования. Поэтому иногда потребность в профориентации, потребность в трудоустройстве кажется нам чем-то таким важным, но не всегда представляется возможным. Поэтому необходимо как бы психологически, во-первых, тьютору, опекуну, родителю выяснить для себя психологические выгоды трудоустройства. То есть выгоды, почему работать лучше, чем не работать. Во-первых, наличие регулярной занятости является профилактикой развития депрессивных тенденций, снижения самооценки и уровня активности. Также, да, есть примеры положительной, успешной трудовой адаптации таких людей. Я думаю, что на следующей неделе мы обязательно выпустим пост, где укажем центры, где эти люди успешно работают. И вот знаете, так, сейчас у меня здесь была в презентации, по-моему, она не подгрузилась. К сожалению, слайд о высокофункциональных... вот. Например, смотрите, вот люди с высокофункциональным аутизмом могут работать в сфере информационных, компьютерных технологий, работая курьером, работая в кафе и, ну, как бы в различных других сферах. То есть вы должны понимать, что человек, у которого есть раз, мы должны оценить его уровень когнитивных способностей, уровень его физической подготовки, измерить его там высшие психические функции, то, насколько он вербализирован, потому что, ну, иногда принято говорить о том, что аутизм — это что-то, как бы вот, плохо там говорят, либо невнятно, да, но есть такие люди с раз, которые говорят очень хорошо и красиво, и даже не скажешь, что у них раз. И мы становимся вот заложниками вот такого вот, как бы, такой вот, забыла слово, вот. Дорогие друзья, у меня осталось меньше 1 минуты. Мы обязательно, я вижу, что эфир получил обратную связь. Я очень рада, что среди наших зрителей эфира есть люди, которые этой темой занимаются. Мы вам предлагаем, как бы, возможно, даже сотрудничество. Я думаю, это стоит обсудить. Эта тема очень интересная. Вот.
Со своей стороны обещаю подготовить обязательно посты по данной теме прямого эфира для того, чтобы информация лучше легла, потому что слушать это одно, а видеть